В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В Якутске состоялся показ лучших фильмов участников фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата». Фестиваль объединяет непрофессиональных кинематографистов Дальнего Востока, в том числе и из Якутии. И сегодня у нас в гостях редактор Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» Роман Овсейчук. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Скажите, сколько времени уже существует фестиваль «Точка возврата» и кто участвует в нем? Ну, как вы уже сказали, участвуют в нем непрофессиональные кинематографисты, то есть, по сути, то, что в советские времена называли художественной самодеятельностью. Помните фильм «Берегись автомобиля»? Народный театр, потом люди, которые, не знаю, сами для себя пишут стихи, картины, песни. Сейчас такой век, когда доступнее и материально доступнее, и вообще доступнее стали технологии производства кино, поэтому сегодня существует еще один такой способ самовыражения творческого людей, которые профессионально творчеством не занимаются. Это кинематограф. Вот, собственно говоря, любители, непрофессионалы и участвуют. Если говорить по профессиям, у нас есть среди наших участников есть, не знаю, железнодорожники, таксисты, бизнесмены, телевизионщики, то есть кого только нет. А существует фестиваль уже 4-й год, я не знаю, как считать, какими каденциями. Ну, то есть в этот раз мы провели, в этом году мы провели его в 4-й раз, причем первые 2 раза в статусе городского и 2 раза в статусе регионального дальневосточного. А какой возраст участников? Это более молодые или постарше люди? 50 на 50. Где-то примерно половина в возрасте от... Короче, самой младшей участницей фестиваля было 16 лет, я помню, в прошлом году была девочка, а самые возрастные за 50. А в чем цель фестиваля, кроме самовыражения? Ну, наверное, пожалуй, самая главная цель – это самовыражение, потому что, ну, много у нас на Дальнем Востоке людей, у которых есть то, что мы называем творческий зуд. То есть, ну, так случилось, не каждый там человек может работать в творческой профессии, а хочется многим. Вот. И, как я уже сказал, отвечая на первый вопрос, собственно говоря, мы даем эту возможность. Мы даем возможность не снимать кино можно самостоятельно. Мы даем возможность его показывать широкой публике, таким образом самовыражаться. Ну, а если говорить о каких-то региональных, не знаю, глобальных задачах, то вообще фестиваль родился из идеи, что у нас здесь, на Дальнем Востоке, есть, ну, если не все, то почти все для того, чтобы здесь была своя киноиндустрия. Вот. И, конечно, это дело не 1 года, не 5 и не 10. Вот. Но с чего-то надо начинать, так как профессиональной киноиндустрии, ну, по крайней мере, в Хабаровском крае, например, или в Приморье нет. Мы попробовали с любителей, вот, выводим их на какой-то новый уровень, пытаемся во всяком случае. И таким образом, наверное, вот такой большой культурный пласт, как кинематограф, мы хотим сделать на Дальнем Востоке. Может быть, не мы, может, какие-то наши последователи. А почему «Точка возврата»? Ну, частично я уже ответил на этот вопрос, потому что идея была в том, чтобы, ну, не то чтобы возвращать, а, по крайней мере, чтобы был повод оставаться на Дальнем Востоке у талантливых людей. Вот. И первый самый фестиваль, он вообще возник так, мы снимали, мы, наша продюсерская компания, в которой я работаю по основному месту работы, мы снимали цикл фильмов о людях, которые уехали, ну, как в поисках лучшей доли, в Москву, в Петербург там, или куда-то за рубеж, и вернулись в Хабаровск. И не просто вернулись, а вернулись и не пожалели о том, что вернулись. Вот мы снимали цикл таких фильмов документальных. Вот. И в какой-то момент поняли, что если эти истории брать за основу, но придумывать собственную драматургию, то есть добавлять того, чего не было, просто для того, чтобы было бы интереснее, будет круче. И мы, короче говоря, рискнули, попробовали, и вот, собственно говоря, этот цикл, с которого все началось, он назывался «Точка возврата». Вот так и осталось название. А сейчас это название можно трактовать так, что, ну, мы же все-таки за то, чтобы люди возвращались, оставались, да, поэтому вот «Точка возврата». Расскажите о якутских участниках, вот их отличия от других работ. Отличия 2. Первое отличие заключается в том, что в Якутии, как мы выяснили, открыли для себя 3 года назад, совершенно случайно, что оказывается в Якутии, ну для вас это не оказывается, а для нас оказывается, существует очень большая киноиндустрия, наверное, единственный регион, не наверное, а точно единственный регион за Уралом, где существует собственный прокат, собственный кинематограф, то есть у вас
нет разговора о любительской какой-то истории. Вот. И это первое. И, соответственно, любители, которые участвуют в нашем фестивале, несут на себе печать профессионализма якутского. То есть уровень технический очень высокий в фильмах, и видно, что очень огромные титры в конце. То есть это говорит о том, что профессионалы, если не участвуют в создании этих работ, хотя бы помогают очень серьезно. Вот. Это первое отличие. А второе отличие, ну, наверное, такое чисто художественное отличие, ну, то, что называется северным менталитетом. Ваши фильмы медленные, в хорошем смысле слова. Они полны всегда, даже если это простая, не знаю, какая-то сельская история, там очень много мистики, глубинных смыслов и так далее. То есть, ну, я понимаю, я вот в какой... Третий раз уже у вас в гостях, ну, первый раз не по делам точки возврата, ну, короче говоря, понимаю, откуда это, потому что специфика, то есть я не могу быстро ходить по вашим улицам в минус 38, вот, наверное, поэтому люди, которые здесь живут, они вот так вот, они думают дольше, глубоко, очень, да, фильм якутский очень сильно отличается. А можете вспомнить какую-то кинокартину, которая вам запомнилась? Ну, во-первых, победитель этой точки возврата, ну, победитель в основной конкурсной программе, первое место, это «Призрачный хомус», триллер Петра Стручкова, вот, который творит под псевдонимом Хики, якутский режиссер молодой. Это история про глухонемую девочку, над которой издеваются подростки, ее одноклассницы, и которая там находит утешение в игре на хомусе. Это фильм ужасов там, с монстрами и так далее. Вот. Ну, это очень страшно. То есть мы вот во Владивостоке, когда этот фильм показывали, в конце, в кульминации, человека 3 в зале вскрикнуло. То есть, ну, вот, это очень круто. Ну, конечно, победитель прошлого года Любовь Борисова, она вообще взяла гран-при, она, по сути, выиграла фестиваль прошлый с фильмом «Чоучук». Это, ну, вам, наверное, известен этот сказочный персонаж якутский. Вот, про детский фильм. Люба тогда еще, ну, гораздо моложе была, когда этот фильм снимала, чем сейчас. Но она и сейчас молодая девушка. Вот, как ей удалось, это мы потрясены просто, как ей удалось взять целый класс, а то и несколько классов средней школы и заставить детей играть. Очень круто, она выиграла гран-при, и вот сейчас, я сколько знаю, снимает полный метр. В этом году она уже была у нас в жюри, как победитель прошлого фестиваля, ну и она вот вроде как перешла в профессионалы. А почему фестиваль игрового кино, а не документального или какого-то еще другого? Я частично уже рассказал, потому что, во-первых, потому что как раз мы делали документальное кино на тему возвращения, и из этого родился, собственно говоря, фестиваль игрового кино, потому что мы решили, что это будет интереснее. А во-вторых, потому что, ну, его же никто не снимает практически на Дальнем Востоке. Сейчас Якутию оставляем за скобками. То есть, ну, потому что круто, потому что это ново, потому что всем кажется, что это невозможно, потому что всем кажется, что, например, если хочется творческого самовыражения, собрать рок-группу, там, ну, сейчас рэп-коллектив, там, это несложно, а снять кино, что, это же, ну, нечто такое недостижимое. Ну, и мы доказываем, что это достижимо, но это интересно. Мы уже говорили, что якутское кино – это профессиональное, а вот насколько развито любительское в других городах? Мы говорили о том, что в Якутии есть профессиональный кинематограф, но в нашем фестивале участвуют все-таки любители из Якутии. Это я хотела оговориться, это важно. Насколько в других регионах развито? В Благовещенске есть свой фестиваль в Амурской области. Снимают там, ну, не сказал бы, что прям очень много, но так достаточно хорошо снимают в Благовещенске. Потом традиционно кипучее в творческом плане Приморье, очень плодовитое, на Сахалине. На Камчатке в меньшей степени. В этом году мы получили кино с Чукотки. Ну, как бы так подипломатичнее сказать, уровень даже для любителей, скажем, мы бы хотели, чтобы ребята росли, но темы, которые не трогают, истории, которые они рассказывают, очень крутые. Вот. Ну и Чукотку мы бы получили еще в прошлом году, но там проблема с широкополосным интернетом, просто физически очень сложно доставить кино в Хабаровск. Вот. Хабаровск... В этом смысле Хабаровск, Магадан и Сахалин в этом, немного спят. Не сказать бы, что там совсем кладбище, но, так сказать, есть куда стремиться. Вот. И, наверное, это не случайно то, что именно Хабаровск такая площадка. То есть, когда люди в Хабаровске видят то, что приходят на фестиваль из Якутии, из Приморья и Сахалина, люди оживают, люди снимают. Ну и вот в этом году наш хабаровский режиссер Серега Яковлев взял гран-при фестиваля, и после «Точки возврата» уже с этим же фильмом «Спасенный»
он, как бы, не знаю, дали ему, что ли, почву, как бы, вдохновение какое-то, и он этот фильм уже начинает отправлять на международные фестивали, и с 2 фестивалей, не очень больших фестивалей, но тем не менее международных в Соединенных Штатах Америки, он уже забрал 2 награды. То есть начал с точки. Да, это очень здорово. А вот какова тематика фильмов? Есть какие-то рамки? В первом фестивале, как я уже говорил, у нас была тема возвращения, у нас практически все фильмы были об этом. Во второй и третий фестиваль у нас тема была, звучала так: реальные и нереальные истории, которые могли бы произойти только в Хабаровске. И, соответственно, третий фестиваль, когда мы уже перешли в дальневосточный статус, реальные и нереальные истории, которые могли бы произойти только на Дальнем Востоке. Вот. В этом году мы решили тематически людей не ограничивать, потому что поняли, что мы теряем много. То есть человек хочет отдать свою работу, но она вроде как не соответствует теме, поэтому в этом году мы решили говорить обо всем. Подкинули проблем жюри, потому что сложно, когда, например, есть какой-то военно-патриотический фильм из Уссурийска, скажем, сравнивать его с триллером Петра Стручкова. Их очень сложно сравнивать, просто потому что они настолько проразные. Вот. Но, тем не менее, сравнили. Вот тот фильм, который я сказал, занял 2-е место, Петр 1-е. Вот. Комедия, ну, это по жанрам я иду. А что касается тематики, что людей волнует? Да, людей волнует, в общем-то, все, что волнует обычно. Людей волнует тема подвига, людей волнует тема любви, людей волнует тема предательства. Вот такие вот вещи. То есть здесь ничего такого прям сверхъестественного, наверное, нет. Вот сейчас можно снять фильм, ну, грубо говоря, на смартфон, найти своего зрителя в интернете, а фестиваль что дает участникам? Фестиваль что дает участникам? Во-первых, фестиваль дает участникам возможность показать то, что вы сняли на смартфон. Потому что, ну, не могу сказать, что вот мы такие появились и все, и у людей тут стала такая площадка, но тем не менее, как минимум на одну площадку стало больше, через которую вы можете показать то, что вы делаете. Потому что люди снимали очень много, ну не очень много, люди снимали любительское кино и показывали в лучшем случае друзьям или имели 100 просмотров на Ютубе. А теперь вы можете показать свое кино в Якутии, можете показать свое кино в Владивостоке. Надеюсь, что в следующем году мы покажем, мы повезем фестиваль вообще по всему Дальнему Востоку, все предпосылки для этого есть. То есть вы проснетесь знаменитыми. Серега Яковлев взял 2 приза на международных фестивалях в США. Вот что мы даем. А каковы планы на следующий год? Вы можете обратиться к якутянам. Ну, к якутянам я могу обратиться. В какую камеру мне обращаться к якутянам? Вон в ту, да? Нет, в первую, в третью. Ага. Я могу якутян пригласить. У вас есть очень хорошие шансы рвать фестиваль «Точка возврата», и мы приглашаем вас к этому, потому что за вами тянутся, вы очень сильные кинематографисты. Я сейчас обращаюсь к любителям, у вас есть профессиональная школа, к которой вы можете обращаться, я думаю, за помощью, и вообще, в принципе, у вас очень хорошая такая почва. Я приглашаю вас участвовать в нем прежде всего. И приглашаю следить за нашими социальными сетями. Там информация будет, но будет она, я думаю, что только после Нового года. Сейчас мы закончим этот фестиваль, и нам нужно будет немного выдохнуть. Набираете кинофестиваль «Точка возврата» в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Найти легко. Мы есть везде. Достаточно легко. У нас логотип, такая ракетка для пинг-понга, знаете, с веревочкой и шариком, как символ возврата. Что шарик сколько ни бей, он все равно вернется. Роман, спасибо большое за беседу, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Мы говорили о фестивале «Точка возврата».